Эч кандай ата эне буга макул эмес. Дагы бир жолу айтайын, макул эмес. Я считаю, что при нынешнем подорожании, что это небольшая сумма. Один из родителей также предложил найти доносчика и исключить его ребенка из класса. Подарка беребиз, чай пите кылабыз. Бере албаган ата энелердин балдары тилекке каршы башка балдарды карап отуруш керек экен. Это просто унижение, да? В одном из классов 17-й школы учатся 45 детей. Родительский комитет в этом году собирает с каждого ученика по 2500 сомов. Один из родителей обратился к нам. Он говорит, что сумма слишком большая. Таких денег их семья выделить на школьные нужды не может. Окуу жылы башталган соң 2-3 сентябрларда собрание өткөрүшүп, ага 22 ата эне катышыптыр. На добровольной основе биз макул болсо 2,5 миңден бергенге классный копилкага деп. Анын ичинде дагы макул эместер бар, көп үй бүлөлүү балдар бар, жалгыз бой баккандар бар. Аларга карабастан 22 ата эне макул болду. Силер дагы типа обязаны, должны подчиниться и сдать деп бизди мажбурлап келишет. Көп ата эне каршы айткандан коркуп, ушу унчукпай эле көпчүлүккө баш ийип келгенбиз. По закону 51% голосов есть за спор 2500 на нужды наших детей, а остальные просто обязаны подчиниться и сдать. А то, что журналисты пришли, фигня это все, просто нервотрепку устроили. Ничего противозаконного мы не сделали. Классный руководитель отказался от комментариев. Он заявил, что не имеет никакого отношения к сбору денег и не просил у родителей ни сома. Директор школы также отказался давать комментарии. С этого года по указу Садыра Джапарова во всех школах страны запрещается собирать какие-либо деньги на школьные нужды. Но никто не может запретить родителям и родительским комитетам собирать деньги добровольно. При этом заставлять родителей сдавать деньги или обделять их детей нельзя, потому что, как вы все помните, все деньги сдают по собственному желанию. Я сама это не собираю, это не моя личная воля. Родители сами решили, они меня просто избрали как ответственную мамочку, которая может все это хорошо обеспечивать и делать закупы там, потому что у меня бывает есть свободное время. Эти родители попросили меня такую сумму, чтобы я взяла, чтобы им было удобно, это удобно родителям оплатить одной суммой и разделим это на 4 чаепития. Плюс и у нас еще классный руководитель дает какие-то постоянные 5-минутки, постоянные какие-то эти на бумагу и картридж для принтера, которые расходуются тоже на наших детей. У нас в школах проходят конкурсы какие-то, там мы ставим спектакли, ставим сценки. После этих сценок как стимул, чтобы они дальше продолжали выступать, и как поощрение мы им делаем сладкие подарки. То есть мы им делаем сок и какой-то сладкий такой вкусный подарок. 2,5 миңден берген ата энелердин балдарына подарка беребиз, чай пите кылабыз. Бере албаган ата энелердин балдары тилекке каршы башка балдарды карап отуруш керек экен. Это просто унижение, да? У нас в прошлом году перегорели лампы. Мы хотели поменять лампы. 2 лампочки всего, это вышло бы недорого. Но, оказывается, в нашем классе 10-летней давности лампа, а сейчас выпускают лампы нового образца. И нам пришлось поменять все лампы, все 10 ламп. Было предложение оставить копилку, как в прошлом году. Туда будут входить хозтовары, уборка, обслуживание принтера, непредвиденные расходы, 3 или 4 чаепития на праздники, подарка учителю не будет, то есть 2500. Нужно ли родителям собирать деньги на хозяйственные товары и на канцелярию? Или все-таки государство обеспечивает школы всем необходимым? Негизинен жалпысын ала турган болсок, болгон хоз товар болобу, канц товар болобу, ошол болгон суммалардын баары ар бир райондун өзүнүн балансында турган каражат болот. Бюджет каралганда ошол жака бөлүнүп, ошол жерден каралат. Демек, ата энелер ал канц товарга, хоз товарга акча чогултпашы керек, э? Сөзсүз түрдө чогултпаш керек, себеби бюджеттен каралган каражаттардын баары статья болуп бөлүнөт. Жылдын башында эле бекитилип заявка берилет. Мектептин болгон кызматкерлердин баардыгысы эгерде ушундай акча чогулткан каражат чогулта турган болсо, анда алар сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Түшүндүрмө иштерин жүргүздү класс жетекчисичи. Мен сиздерди чогулткула деген жокмун. Бардык нерсенин баардыгы жетиштүү бар деп түшүндүрмө иштерин жүргүздү. Эми калган ата эне, ар бир ата эненин өзүнүн түшүнүк деңгээлине жараша да.
Я считаю, что при нынешнем подорожании, что это небольшая сумма. Родители сами понимают, что это небольшая сумма. Мы, классный руководитель, даже не в курсе, сколько мы собираем. Родители сами решили собраться на нужды своих детей. Ни на шторы, ни на цветы, там, ни на линолеум, ни на батареи. Ничего эти деньги не только на наших детей. эч кандай ата эне буга макул эмес. Дагы бир жолу айтайын, макул эмес. Продкомитет атайын шайлап алып, бизди мажбурлап, кыйнап бересиңер. Эгерде ата эне өз ыктыяры менен, мисалга алсак, өз ыктыяры менен бир нерсе сатып алгысы келип атса, анан ал жеке өздөрүнүн иши да. Биз ал ата эненин өзүнүн ишине кийлигише албайбыз. Некоторые родители были явно недовольны тем, что один из них обратился за помощью в нашу редакцию. Один из родителей также предложил найти доносчика и исключить его ребенка из класса. Я очень постараюсь узнать, кто это, и когда я узнаю, я обращусь к журналистам в оправдании главы родкомитета и классной руководительницы. Справедливость никто не отменял. Мир не без добрых людей. Можно постараться узнать. Знакомые же есть. Да проблем узнать труда не составит, если постараться. Просто неохота пока поднимать всех знакомых и вычислять. Подождем, что скажут, и тогда начнем. Если узнаем, можно писать заявление, чтобы ее ребенка исключили из нашего класса. Неуважаемая, удалитесь. Вам здесь делать нечего, вы добились чего хотели. Ведь без охраны в школах сейчас происходит ужас. То в туалет женские мужики заходят, то к детям подходят, угостить чем-нибудь предлагают. Вы за своего ребенка, если не боитесь, то наших вам придется уважать, ведь не факт, что завтра в нашу школу не зайдет педофил какой-нибудь и будет трагедия. Чындыгында ата эне өз каалоосу менен берсе, бирок экинчи ата эне бере албаса, ал ата энени басмырлоого, баланын ата энесин билип, анан ошол баланы мектептен чыгарып жиберебиз деген бул эч кандай мыйзамдарга туура келбейт. Эгерде ушундай басмырлоо кайрадан кайталанса, анда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине кайрылышыңыздар керек. Эч кандай коркпоңуздар. Бизди мектептен чыгарып жиберет, администрация бизге кысым көрсөтөт деп ойлобоңуздар. Бизге ачык эле кайрылып келсеңиздер болот. У родителей не всегда получается сдавать деньги на школьные нужды, но в этом нет ничего постыдного, потому что обстоятельства бывают разные. Но если вас кто-то принуждает сдавать какие-либо деньги, об этом нужно говорить.